Здравствуйте, друзья! Тема первого занятия. Современное состояние экономической науки, экономика, ее цели и инструменты, потребности людей, предметы потребления и средства производства, структура продуктивной экономики. Значит, почему именно такая последовательность? Как я уже сказал, нынешнее состояние экономических знаний далеко от совершенства. Поэтому мы сейчас, я предлагаю вам работать не просто воспринимать знания определенные, а вот исходя из того, что настоящий действительно уровень экономики очень низок, мы сейчас с вами попытаемся вместе творческим путем пройти, как все-таки нужно будет решать эту проблему. Возникает вопрос, почему нынешняя экономика вошла в кризис? Прежде всего это определяется теми целями, которые стоят перед нею, поставлены перед нею. Дело в том, что самая главная задача нынешней экономической науки заключается в том, чтобы получать доход, прибыль. И с этой точки зрения, конечно, вот те определения экономики, что экономика – это наука, которая предназначена для того, чтобы стать богатым, либо просто распределять ресурсы, либо еще подобного рода определений, их много. И заключается, в результате получается, что самая главная задача вот в нашей экономической сейчас науке – это ставится задача получения, возможно, большего дохода. Естественно, что при таком подходе человек оказывается в природе инородным телом, которое живет по собственным правилам, определяет собственные законы, и, естественно, пытается, в общем-то говоря, мир подстроить под себя. Но в действительности человек является частью Вселенной, который призван исполнять ее правила, законы и не противоречить законам Вселенной. Но при таком подходе как раз эти законы все время нарушаются. Если только мы начинаем говорить о фундаментальных законах природы, то прежде всего вопрос, какие это законы? Так вот, существует, как у всякого другого явления во Вселенной, два вида фундаментальных законов. Это наука, законы качественные, то есть как организован мир, и количественные. Причем качественные законы у нас сейчас описываются философией, а количественные законы математикой описываются сейчас. Естественно, что вот философия лежит в основе, по сути дела, всех гуманитарных наук, всех наук, где требуется представление о мире. Математика, она рассказывает, каким образом соединяются, в каких количествах, вот соединяются различные правила, условия, по каким законам формируются вот эти вот качественные законы. При этом получается, что философия и математика, они очень тесно завязаны друг на друга, сильно влияют и, по сути дела, определяют друг друга. Так вот, возникает вопрос, каково же место человека вот в условиях этих количественных, качественных законов мира. Мы полагаем, что человек – это часть Вселенной, который должен жить, руководствуя вот этими философскими фундаментальными законами философии и математики. То есть он ставит вопрос о том, как он должен существовать, человек, в мире вот этих количественных, качественных закономерностей, чтобы не быть инородным телом в природе. Потому что если только появляется инородное тело, тогда в любом случае природа начинает тогда отторгать этого человека.
Потому что, сами понимаете, если, например, в человеческий организм попадает какое-нибудь инородное тело, даже самое, что ни на есть, золотая бриллиантовая пуля, человек погибает. Именно поэтому во Вселенной, если возникает какое-то инородное тело, и если она не будет избавляться от этого инородного тела, тогда, по сути дела, эта Вселенная начнет гибнуть. Поэтому человек, Вселенная делает все для того, чтобы вот человек либо жил по законам природы, по законам Божьего мира, либо тогда он, такой человек, не нужен ни природе, ни Богу. Возникает вопрос, вот это вот как такая корыстный подход человека к миру, к окружающей действительности проявляется на практике. Но прежде всего, значит, это определяется целью экономической деятельности людей. А цели эти могут быть две. Либо получение дохода прибыли, либо созидательный труд на общее благо. И это очень важные подходы, принципы. В настоящее время экономика ставит прежде всего цели перед собой, именно вот накапливание каких-то денежных ресурсов, то есть, иначе говоря, формальных каких-то элементов, не соответствующих, в общем-то говоря, реальному миру, либо созидание. Нынешняя экономика как раз вот построена на том, чтобы получать, возможно, большее количество денежных знаков. В основе такого подхода лежит принцип, который в свое время был выдвинут Джоном Локком, который утверждал, что человек находится, что человек, значит, живет во имя получения собственных благ, удовольствий. При этом в этом учении как раз не учитывается, что кроме прав человека должны существовать его обязанности. И по сути дела вот такой вот подход, да, из этого же учения возникают принципы свободы личности, причем свобода от окружающих людей, отсутствие ответственности личности за те действия, которые она творит. И естественно, что отсюда получается, что в рамках такой экономики, которая построена вот на принципе дохода прибыли, вот, она, конечно, не может выполнять созидательные функции. Это в основном функции, которые, вот, как я уже говорил, цель которых это получение, возможно, большего дохода. Отсюда все экономические знания, без исключения, они направлены как раз именно вот на эту доходную экономику, а не на полезную. И я хочу сказать, что вот по поводу полезной экономики в свое время было выдвинуто учение Лейбницем, который утверждал, что экономика создана для того, чтобы организовывать способы, каким образом человек может минимизировать затраты труда на всякое благо. Но, к сожалению, в настоящее время вот подход Лейбница, он игнорируется, и остался только подход как раз Джона Локка. Как раз это именно философский принцип, он лег в основе нынешнего экономического учения. А здесь получается так, как вот на развилке, как нарисовано здесь. Если вы сели, например, на трамвай номер 5, он идет по собственному маршруту. Если сели на трамвай номер 6, он идет тоже по собственному маршруту. Вы, в принципе, принимать решение можете вначале, на какой трамвай садиться. Ну а когда вы сели уже, его маршрут не зависит от вас. Нравится он вам, не нравится. Но вы вынуждены как раз подчиняться этому маршруту. И он вас привезет именно туда, куда направлено. Поэтому вот в настоящее время главная причина существующего кризиса заключается именно в том, что человечество приняло неверное решение. Потому что накапливание всякого рода денежных знаков – это противоестественный процесс. И отсюда все на самом деле, все силы природы ополчаются против этого. Здесь мы можем
в качестве вот такого вот аналога организации привести, например, человеческий организм в качестве вот аналога наших рассуждений, и мы к этому аналогу будем часто возвращаться. Значит, понятно, что если вдруг какая-то клетка организма начинает жить себя так, что я буду жить по своим законам и правилам, значит, главное, чтобы мне было хорошо, как будет окружающим, как будут жить окружающие клетки. Ведь для меня это не играет никакой роли. Вот как раз это и есть основа как раз подхода Джона Лока. Если человек, например, человеческий организм от такой клетки не будет избавляться, такие клетки в организме считаются раковыми, и если от них не избавляться, то человеческий организм гибнет. Именно поэтому, получается, мы ставим вопрос о том, что должно быть именно гармония в природе, что не должно быть никакого значит, паразитизма одних клеток за счет других. Вот. Но, к сожалению, эгоизм некоторых людей как раз привел к тому, что выбран именно сильно трамвай, который ведет к получению дохода, а не пользы. С этой точки зрения можно указать следующее определение экономики, что экономика – это наука, которая призвана содействовать или способствовать наилучшему жизнеобеспечению людей в гармонии с окружающим их миром. То есть самая главная задача экономики – это не получение каких-то, возможно, больше денежных знаков, зеленых или золотых. Вот это не может быть целью экономической деятельности. А целью экономической деятельности является именно удовлетворение потребностей человека. Самых различных потребностей человека. И совершенство экономики определяется именно тем, насколько эту функцию она способна удовлетворять экономика. В настоящее время принято считать, что у нас якобы существует прогресс, что каждый год люди живут вроде бы должны быть лучше, человечество развивается. На самом деле это не так. Вот по сообщению академика Струмилина, 1000 лет назад один нанятый работник мог заработать овцу. 500 лет назад человек мог заработать уже только пол овцы. А сейчас не везде и ногу от нее зарабатывают. И так приблизительно по всем другим человеческим потребностям. Поэтому на самом деле прогресс человечества, он отнюдь неоднозначный. И возникает вопрос, почему же мы знаем, что улучшаются методы труда, растет техника, наука и так далее. А производительность труда человека, оказывается, падает и падает. Но прежде всего именно из-за того, что человек является, как раз он ставит задачу, некоторые люди, вопреки мнению других, ставят задачу, чтобы было... Договор на разработку. Договор на... Я их понимаю, как бы. Да, нанимаю постоянно. Потом дадим поедем, берем. Потом просто я подписываюсь. Владимир Демьянович, у вас звук отключился. Вчера смотрели. Владимир Демьянович, Пожалуйста, тех, кто разговаривает, не мешайте мне. микрофон выключен. У кого включен микрофон, проверьте, ну. Я Владимир отключила у Елены Черевань. Нет, я отключила у Елены Черевань, и прекратился этот звук. Владимир Николаевич был включен. Я его отключил. Владимир Емельянович, включите, пожалуйста, микрофон. Случайно вам выключила. Случайно, простите, пожалуйста, потому что звуки эти все идут. Микрофон включите, пожалуйста.
Нет, не слышно, не включился. Вот меня сейчас слышно? Да, все хорошо слышно. Извините, пожалуйста. Да нет, спасибо, Ольга Павловна. Оказывается, действительно, вот я задвинул и отключился. Итак, целью экономики – это удовлетворение потребностей людей. Все другие цели должны быть только вспомогательные. Если эти цели, они способствуют тому, чтобы люди жили лучше, значит, экономика организована нормально. Если не способствует, тогда все то, что не способствует улучшению потребностей людей, удовлетворению потребностей людей, оно является злом. Вот это очень важно. При этом что понимается под потребностью? Это объективная нужда человека в чем-то. Ну, вот самое краткое определение. При этом мы должны понимать, что потребности бывают трех видов основных. Это индивидуальные, коллективные и групповые, и общественные потребности. Ну, что такое индивидуальные потребности? Это прежде всего биологические потребности, потребность в воздухе, воде, пище, сне, тепле, отдыхе, движении. Социальные потребности и духовные потребности людей. Это для каждого человека. Что собой представляют потребности коллективные и групповые? Это потребности, каждый человек хочет жить в окружении, в общем-то говоря, людей, которые его понимают, чтобы вокруг нас была чистота, порядок, чтобы медицина у нас работала прекрасно, чтобы у нас, дети наши были здоровы, чтобы они получали нормальные знания, хорошее воспитание. Вот это все коллективные наши потребности, потому что эти потребности можно удовлетворить только в рамках какого-то определенной замкнутой группы, коллектива. И общественные потребности у человека. Что собой представляют общественные потребности? Но это каждый из нас, например, заинтересован, чтобы наша страна была благополучной. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы у нас была сильная армия, чтобы у нас была сильная наука, чтобы у нас был порядок и справедливость в стране. Каждый человек заинтересован в этом. И понятно, что вот эти вот разные виды человеческих потребностей, они не могут удовлетворяться одним и тем же способом. Существует подход, либеральный подход, когда они говорят так, что человек, значит, государство лишнее, каждый человек прежде всего отвечает за свои действия, и если каждый человек будет делать все для того, чтобы он жил лучше, то и все будут жить лучше. Вот такой вот либеральный подход. В результате получается, что, например, если коллективные потребности, значит, в результате вся заработная плата человека получается им на руки. В результате, если человек переходит дорогу, он обязан будет заплатить за это. Если ему нужен на него напал бандит, милиционер говорит, я тебе помогу, если ты мне заплатишь. И так далее. Вот это вот либеральный идеал распределения удовлетворения человеческих потребностей. Существует коммунистический подход, причем именно Марксов коммунистический подход, это немножко ортодоксальный подход, когда говорят, все потребности человека должны быть удовлетворяться обществом. Но иначе говоря, значит, человек на руки зарплату не получает, я говорю, что это две крайности, на руки зарплату не получает, и все его потребности удовлетворяются именно обществом. Но понятно, что в таких случаях, в общем-то говоря, индивидуальные особенности человека удовлетворяться как следует не будут. И то, и другое является крайностями, которые никогда не могут быть работоспособными в жизни, которые не могут быть оптимальными. Очевидно, что нужно для удовлетворения потребностей людей использовать и тот, и другой подход. Вот именно здесь мы будем искать как раз оптимальный метод удовлетворения человеческих потребностей.
И понятно, что, например, индивидуальные потребности и групповые, коллективные, а также общественные, они не могут удовлетворяться одинаково, и они должны оплачиваться людьми по-разному. Но это различные формы человеческих потребностей. Чем лучше удовлетворяются человеческие потребности, тем более сильным, здоровым и красивым является человек. С другой стороны, потребности сами по себе – это просто, будем говорить, то, что человеку нужно, что ему потребно. Вот для того, чтобы удовлетворять потребности человеческие, значит, понятно, что вот необходимы предметы потребления. Причем, как я уже говорил, вот эти предметы потребления, которые удовлетворяют потребности, они, очевидно, могут быть индивидуальные, коллективные и общественные. И целью экономической деятельности является только удовлетворение потребностей людей. Других целей нет и быть не может. Поэтому, когда у нас в советское время были лозунги «Наша цель – коммунизм», и вот в прямом вот таком вот представлении, понимаете, то коммунизм воспринимался именно как строй, где лучше всего будут удовлетворяться потребности. С другой стороны, вот эта идея о том, что чем лучше будет работать человек, тем больше он будет заботиться о себе, тем лучше будут жить все. Это опять-таки либеральный подход принципа. Это не совсем так. Я вам как физик приведу пример, элементарный пример, демонстрируя, что это путь в никуда, что это путь в тупик. Известно, что в обычной температуре молекулы воздуха движутся со скоростью 600 метров в секунду, то есть скоростью пули, а воздух может быть неподвижным. Потому что движение молекул в одну сторону компенсируется движением в другую. И только тогда, когда появляется стремление всех молекул, хотя бы небольшое, двигаться в одну сторону, тогда появляется сквозняк, ветер, ураган, и тогда пропеллер начинает вращаться. Поэтому, если говорить вроде бы, давайте каждый работает за себя, и тогда будет лучше всем, это тупик. Все крутятся, уже температура там не 30 градусов, а 100 градусов. Скорость движения молекул уже не 600, а 800 метров в секунду, но воздух все равно неподвижен. Всем жарко, а толку нет никакого. Вот поэтому понятно, что наша задача основная – организовать экономику таким образом, чтобы у всех людей было стремление в одну сторону. Вот когда мы сконцентрируем усилия людей в одну сторону, именно вот это является самым главным. И великая заслуга наших предков в 17 году, которые вот они впервые сформулировали именно эту цель и стали воплощать ее в жизнь. С другой стороны, мы отлично понимаем, что для того, чтобы изготавливать предметы потребления, нужны еще и средства производства. То есть нужны машины, нужно оборудование, нужны станки, нужны производственные знания и так далее и тому подобное. Так вот, значит, в настоящее время, и, кстати, в советское время было приблизительно то же самое, подход был к предметам потребления и средствам производства приблизительно одинаков. Мы, например, одновременно говорили, что вот там больше стали создавать молока, там мясо и так далее, и одновременно больше получают стали, чугуна, вот, станков и оборудования. На самом деле вот эти вот два средства, производство и потребление, они абсолютно разные. Средств производства является полезным в том и только в том случае, если они способствуют увеличению количества предметов потребления. Если машины и оборудование, когда мы на них тратим очень много времени, значит, не способствует увеличению общего количества предметов потребления, то, по сути дела, производство становится эксплуататором. То есть на него тратится больше усилий, чем оно экономит
труда. Вот это вот очень важный такой вот переход, и мы на это будем обращать в последующем более пристальное внимание. Он очень важен. То есть целью экономики только производство средств потребления. Производство средств производства не является целью. Но вот в советское время Марксом был сформулирован закон, значит, опережающего роста производства средств производства по сравнению с производством предметов потребления. Ну, производство средств производства вела группа А, предметов потребления группа Б. И считалось, что чем больше будет средств производства, тем будут лучше удовлетворяться потребности людей. Что совсем не всегда так. Поэтому очень часто строили, значит, заводы, фабрики, рост производства средств производства рос значительно быстрее, чем предметов потребления. И в конечном итоге, вот уже в позднем СССР, мы достигли такого состояния, когда уже человек работал на то, чтобы изготавливать машины, оборудование, вооружение, вот, а не удовлетворять потребности людей. Так что вот этот вот сформулированный Марксом закон и поддержанный Лениным закон, закон опережающего роста средств производства по сравнению с предметом потребления, в конечном итоге, потому что верхняя планка не была сформулирована, он как раз и привел вот к тому дефициту, который в позднем СССР и уже стал наблюдаться. Работала экономика, люди работали, все было нормально. Вот. И тем не менее, почему-то количество предметов потребления не росло, так как росло количество средств производства. Люди в основном работали на производство вооружения, станков, оборудования. И понятно, что при таком вот стратегическом подходе, в конечном итоге, производство, вернее, экономика в Советском Союзе, она начинала в позднем Советском Союзе. Я не говорю сталинский период. Она начинала загнивать. Ну, на эту тему мы еще с вами потом более подробно будем говорить. Но сейчас мы рассмотрим следующее. Вот какова структура современной экономики. Еще раз я говорю, экономика только для производства предметов потребления, а средства производства вспомогательные виды деятельности. И они нужны только в той степени, в которой они способствуют производству предметов потребления. Вот если не способствуют, нужно их уменьшать. Именно поэтому как раз вот наука, которая как раз не говорит о том, что давайте больше станков, а именно наука, которая производит, которая формулирует, как сделать станки лучше, новые методы труда использовать и так далее, является одним из наиболее продуктивных факторов прогресса. Образование, оказывается, уже в настоящее время в мире, например, затраты на науку и образование существенно превосходят затраты на основные материальные средства. Вот это вот очень важно. То есть оказывается, что вложение в человека экономически более выгодно, чем вложение в средства производства. Этот вот фактор очень важен. И поэтому как раз в мире сейчас на самом деле растет вот в передовых странах, растут вложения в человека. И поэтому, когда начинают экономить на человеке, как, например, сейчас, да и в советское время было у нас не раз, когда мы считали, что вот давайте мы как следует поработаем, а потом будем жить хорошо. Иногда нужны, конечно, и такие порывы, но не в длительной перспективе. В конечном итоге получается, что начало производство закабалять человека, вот, но не способствовать его лучшей жизни. Возникает вопрос, как сделать так, чтобы производственные возможности человека росли. И вот для того, чтобы это определить, давайте мы посмотрим вот структуру современной экономики. Структура современной экономики. Понятно, что в основе всего лежит земля, природа, в основе всех человеческих потребностей.
Отсюда возникают добывающие отрасли, которые из природы добывают какие-то ресурсы. То есть, иначе говоря, либо это ископаемое, либо это вот земля, которая дает зерно, либо это вот, понимаете, животные, которые выкармливают и так далее. Значит, от земли должны обязательно добывающие отрасли существовать. Дальше перерабатывающие отрасли, то есть готовить готовый к потреблению продукт. Сфера распределения, и вот только потом идут предметы потребления. Только тогда появляется человек, который этими предметами потребления может пользоваться. Вот это вот главная ветвь распределения в мире, вернее, производства предметов потребления. Именно если мы хотим поэтому, чтобы увеличилось количество предметов потребления, вот это главная ветвь, добывающая, перерабатывающая, сфера распределения и так далее. Вот в советское время был тезис такой, что производительным считался труд только в сфере материального производства. Вот, а всякого рода, например, ученые, там, врачи, учителя, они считались, значит, как бы вспомогательными. Считалось, что собственность создается только материальным трудом. Вот. В результате возникало очень много труднообъяснимых коллизий. Ну, например, транспортные рабочие. Они ничего не создают, они только перевозят груз. Считать ли их труд производительным или не считать? Например, те же самые ученые. Считать ли их труд производительным или не считать? Я вспоминаю, как на одной из лекций, которые вот я слышал, значит, говорили, что армия – это паразит государства, потому что она ничего не создает. На самом деле армия, она защищает, она сохраняет, и без ее воздействия все другие факторы производства могут быть уничтожены. Поэтому на самом деле труд военных является очень производительным. Вот этот фактор, кстати, вот в теории советской экономики он не учитывался, и это, в общем говоря, приносило определенный вред. В 20-е годы академиком Струмилиным был сформулирован следующий принцип подхода к тому, какой труд является производительным, какой труд является непроизводительным. Он сформулировал это так, что производительным является всякий труд, который признается общественно необходимым. То есть производительным труд является и в науке, и в строительстве, и в обороне, и в финансах, и в управлении, и в воспитании людей, что очень важно, если он признается общественно необходимым. При социализме, как я уже говорил, производительным считался труд только в сфере материального производства. В нынешнем капитализме производительным считается труд только тот, который кому-то нужен, который приносит кому-то доход. И вот в результате сложилась сейчас парадоксальная ситуация, когда о том, жить человеку или умирать, решает не он, а просто, если его жизнь кому-нибудь выгодна, тогда ему дают возможность жить. Если нет, тогда он не снабжается работой, ничем. Вот. Он жить нормально не может. Вот это та реальность, которая сейчас нас окружает. То есть только тогда, когда человеку, кому-то его жизнь выгодна, он имеет право жить. То есть тогда его труд производительным. Вот в гармоничной экономике, которая является предтечей коммунизма, я специально говорю вот это вот гармоничная экономика, потому что гармония – это разумное сочетание всего. Производительным будет считаться всякий труд, который признается общественно необходимым. Если такой подход у нас, поэтому мы значит, видим, непосредственно средства, предметы потребления изготавливаются, добывающие, перерабатывающие, распределение и потребление. Вот главное дерево организации. Но существуют еще и другие факторы, которые способствуют этому процессу.
А именно, например, должно быть производственное обеспечение. Что относится к производственному обеспечению? Это наука, энергетика, машиностроение, строительство, транспорт, связь, оборона, финансы, управление, экология. Это все производственные факторы обеспечения. И они призваны делать так, чтобы вот эта главная ветвь структуры экономики, она работала лучше. То есть наука призвана делать так, чтобы вот при таком вот подходе главного дерева, чтобы люди затрачивали меньше труда, чтобы было, чтобы люди могли, так сказать, каждый час человеческого труда создавал больше предметов потребления. Энергетика, она призвана обеспечивать вот этот процесс весь энергии. То есть не так, чтобы каждый все делал сам, но использовать именно энергетические возможности для лучшей работы главного. Строительство зданий, сооружений, например, тех же самых заводских корпусов, оно тогда хорошо, когда оно способствует увеличению предметов потребления. Транспорт, связь, оборона, управление, финансы и так далее, они призваны обеспечивать, создавать условия для лучшей работы вот этого дерева организации. Но с другой стороны, существует еще и так называемое человеческое обеспечение, чтобы это главное дерево организации работало наилучшим образом. А именно, воспроизводство людей. Потому что если нет воспроизводства людей, то тогда, по сути дела, всякое существование человечества, оно, в общем, теряет смысл. Вот при нынешнем государственном устройстве, как мы знаем, народ вымирает. То есть настолько плохо организована экономика, что она не способна обеспечивать даже элементарную жизнь своего населения. Воспитание людей – это является очень продуктивным фактором, который влияет на все вот эти вот я говорю, на главное дерево организации. Потому что от воспитания, от просвещения людей, от их культуры, образования, здравоохранения, физкультуры и так далее, нравственный облик людей, религия, все эти факторы, они призваны способствовать лучшему работе вот этого главного дерева организации. Сами по себе ни наука, ни строительство, ни финансы как таковые, они не являются и не могут быть самоцелью экономики. Целью вот этих вот всех вспомогательных средств производства, обеспечения человечества является в конечном итоге именно работа по увеличению предметов потребления. То есть так, чтобы люди жили лучше. Вот это основная генеральная цель гармоничной экономики, которая в конечном итоге и приведет нас к коммунизму. Причем каждый из этих вот вспомогательных вещей, оно может быть организовано совершенно по-разному. Но, например, в настоящее время принято считать, что финансы являются главным. Не будет финансов, потому что, например, сделали финансы главным управляющим фактором, а прежде всего создали их искусственный дефицит. Так что сейчас денег не хватает ни на что нормально. В результате тот, кто владеет деньгами, управляет всем. Вот так организовано нынешнее государство. Естественно, понимаете, что о финансах мы будем еще говорить достаточно подробно, но при таком подходе вот вся эта структура нормально работать не способна. И наша экономика нормально работать не способна. Вот у нас сейчас очень много программ существует усовершенствования экономики, перестройка, переход к советскому периоду, что в общем является безусловно прогрессивным, но совсем не окончательным. Потому что на самом деле наша цель должна быть именно коммунизм, то есть гармоничной форме организации. И если мы будем понимать путь, вот тогда мы будем правильно идти к этому пути.
Так вот, в настоящее время есть очень много программ усовершенствования. По сути дела, любая самая маленькая группа, у нее имеется своя экономическая программа. И тем не менее, ни одна из этих программ не является реальной или работоспособной. По следующей причине. Инструменты в основном используются именно либеральной экономики, в основе которой лежат именно финансы. Именно эксплуатация человека человеком. Потому что и при этом, если вы, например, обладаете там топором и пилой, вы можете сделать телегу, но самолет вы не сделаете. Нужны другие инструменты. Об этих других инструментах мы с вами будем говорить. Итак, вывод, который можно сделать вот из этого рисунка, что все виды человеческой деятельности, если они являются общественно необходимыми, они являются производительными. То есть производителем является и в строительстве, и в транспорте, и в обороне, и в воспитании людей, и в образовании, и культура. Все эти факторы, если они способствуют улучшению современной экономики, их труд производителен. Если вдруг возникает какого-то рода извращение, они способствуют деградации экономики. Они вредны. От них следует избавляться. Вот это важный пункт. Следующий вывод, который мы можем сделать, что каждый из этих вот факторов, он не является самодостаточным. Все они образуют единую систему. Экономика представляет систему. И если в настоящее время под воздействием рыночных регуляторов каждый из этих видов, он пытается перетягивать там это одеяло на себя, вот, и финансы, и связь, и так далее, они начинают бороться друг с другом, вместо того, чтобы формировать единый производственный комплекс. Это очень сильно ухудшает экономику. Причем вот именно как организовать это вот гармоничное единство всех этих структур и должно являться нашей целью. Мы это с вами и будем сейчас реализовывать. Последовательно, на практике я буду конкретные планы, в общем-то говоря, излагать. Но еще раз, ни один из этих видов деятельности не является самодостаточным. Только вместе они формируют нормальную экономическую организацию. Только совместная работа. При этом, значит, нельзя считать, что один из них важнее других. Ну, например, так сказать, работа финансов, либо, например, культура, вот, якобы они неоднозначны. Это неверно. Культура может быть не менее продуктивным фактором, чем, например, строительство, транспорт. И поэтому, если, например, все будут... На самом деле, вот настоящая экономика, она, как я уже говорил, финансовая, потому что она по сути своей эксплуатационна. Вот. Но с другой стороны, мы отлично понимаем, что, например, тянуть одеяло каждый, когда вот из этих вот структур он тянет одеяло на себя, ничего хорошего происходить не может. Но, например, не может быть конкуренции, например, науки и связи, или науки и образования, или науки и здравоохранения. Понимаете, да? Что если человек здоровый, он сумеет сделать значительно больше человек, чем больной. То есть воздействие на самом деле здравоохранения не менее важно, чем, например, влияние на этот процесс машиностроения. Между ними конкуренция невозможна в принципе. Должно быть обязательно единство. Должно быть обязательно гармоничное единство. И наша задача как раз организовать экономику таким образом, чтобы из всех вот этих вот структур возникло гармоничное единство. Возникает вопрос, а вот какова структура нынешней экономики? Вот когда я впервые нарисовал вот эту вот вещь, вот, а это было как раз на одной из очень интересных бесед с крупными нашими учеными, вот тогда в голову пришла мне вот эта вот схема. Выяснилось, что вообще говоря, вот структура современной экономики, ныне существующей, она совсем другая.
Почему она совсем другая? Цель другая. Получение дохода, прибыли. А следовательно, цель какая? Найти место, где можно будет прибыль получить больше. Найти, например, где еще сохранились остатки ресурсов. Найти, например, место, где нужно использовать природные ресурсы для того, чтобы получать доход, прибыль. То есть в конечном итоге вот все остальное это не что иное, как охотничьи угодья. То есть как организовать так, чтобы вот лучше получилось доход. Отсюда и возникает движение капитала. То в Китай, поскольку там дешевая рабочая сила, то есть Китая товарами. То есть вот получается вот такое вот очень негармоничное взаимодействие различных структур. И все время на каждом шагу борьба, борьба, борьба. Но какой действительно борьба может быть между энергетикой и машиностроением? Никакой борьбы между ними. Они могут работать только совместно, только вместе, без всякой конкуренции. Поэтому в настоящее время структура современной экономики, вернее той экономики, которая работает у нас сейчас, она не может быть в принципе оптимальна. Каждый из вот этих вот структур, вот каждый из этих составляющих, он конкурирует с другими и по сути дела вместо того, чтобы помогать друг другу, ну, часто вставляют палки в колеса только для того, чтобы получить больше денег, больше ресурсов, больше прав и так далее. Вот такова в настоящее время задача, которую нам предстоит решать с вами. Сформировать гармоничное единство всего вот этого производственного комплекса. Друзья, я готов отвечать на ваши вопросы. Все ли понятно? Если есть что-то нужно пояснить, именно в этой части. Вот в этой части, которую я изложил. Потому что у нас с вами 10 всего лекций будет. И вот там мы уже будем касаться всех остальных вопросов. Как, что, чего. Как реорганизовать, например, финансы. Как организовать человеческие производственные отношения. Каким образом должна быть организована налоговая система для того, чтобы формировать именно вот так, а не иначе. Потому что деньги, финансы, например, это не постоянная какая-то фиксированная величина, к которой относится. Деньги это не уголь, понимаете, это не хлеб. Деньги это всего лишь виртуальная условность на самом деле. И поэтому она меняется. Советские деньги были совсем другие, чем вот нынешние деньги. Поэтому как раз вот эти вот связи, эту зависимость мы с вами будем изучать. Благодарю за внимание. Слушаю ваши вопросы. Разрешите? Конечно. У меня вопрос именно... Все прекрасно вы рассказали, Владимир Емельянович. А вот как это в реалии будет происходить? Потому что жесточайшая конкуренция, вот этот дикий капитализм не быстро, наверное, будет отходить. И сколько примерно это будет продолжаться, вот пока мы донесем эту идею вот этим товарищам или не товарищам, которые будут цепляться за свое. Вот такой вопрос. Да, вопрос, в общем, важный. Как я понимаю, всех волнует именно этот вопрос. Потому что говорить можно умные вещи сколько угодно. А в конечном итоге, если мы не добьемся того, о чем вот говорится, вот тогда будет. Значит, я тогда просто коротко расскажу. Вот над этой всей теорией я работал порядка 60 лет. Вот. Еще будучи студентом 4-го курса, был у нас такой великолепный преподаватель Малафеев Алексей Николаевич. Он в это время заканчивал докторскую диссертацию. Он был заведующим кафедрой политэкономии. Вот. И, значит, он... Ну, у меня было несколько раз дискуссий с ними, поэтому он передо мной поставил задачу: установи, вот ты такой молодой, активный, наглый, вот, установи экономическую природу бесхозяйственности в Советском Союзе.
Ну, для меня было, в общем-то говоря, я человек упертый, поэтому я отодвинул все, год плотно работал, перелопатил массу литературы и представил ему записку на 16 листах. Кстати, недавно я ее нашел в своих архивах. Вот, где я формулировал 3 основные причины. Это несоблюдение закона стоимости, вот, теперь повременная форма оплаты, которая всюду была в Советском Союзе, вот, и сверхцентрализацию управления. Вот. Малафеев посмотрел эту записку, сказал, в целом, в общем, полностью согласен с вами. Ну а теперь скажите, что нужно сделать, чтобы экономики, чтобы бесхозяйственности не было. И для меня было ясно, что, ну, если ты определил причины, ликвидируй эти причины, и будет все нормально. Вот. Но реальность оказалась иначе. Я делал анализ такой. Я брал листы ватмановской бумаги, рисовал основные принципы, подходы, связи между ними, что делается, если сделать вот так, что сделать вот это не так. Ничего у меня не получалось. Сколько я не рассматривал самые различные варианты, чтобы ликвидировать бесхозяйственность, как таковую в рамках действующего тогда учения, у меня ничего не получалось. Более того, становилось из моего анализа хуже, хуже и хуже. Я рассматривал и частную собственность на средства производства, и изменение форм оплаты труда, вот, и способу изменения управления. Вот ничего у меня не получалось. Становилось все хуже, хуже, хуже. И после этого мне пришла в голову очень простая мысль. Мне стало ясно, что нынешняя экономическая организация представляет собой систему. То есть в ней нет ничего случайного. Ничего случайного. Все то, что есть в системе, это очень жесткая зависимость, очень жесткие взаимосвязи элементов. И при этом эта система, например, система является человеческий организм. Система является организм кота. Система является организм тигра. Это новые, вполне определенные системы, в которых нет ничего лишнего. Экономику как пазл из составляющих не сложить. Существуют экономические системы, и у каждой системы есть свои качества. Но, например, у волка, как система, он любит питаться, так сказать, мясом, а не морковкой. Понимаете? С другой стороны, у козы совсем другая система экономическая, то есть организационная система и так далее. Что советская экономика в той форме, в которой она существовала в то время вместе с бесхозяйственностью, это система. И в такой организации бесхозяйственность была неизбежна. Неизбежна. То есть надо менять было саму систему. И у нас сейчас, вот, например, часто говорят, борьба там со взяточничеством, с коррупцией, с воровством, преступление, то, что вот низкая производительность труда, то, что нас обворовывают. Это это та система, которая у нас создана сейчас. Это ее генетические качества. Ну, например, представим себе, например, что такое рыночная экономика. Это продавая все, за что есть желающие платить. А с чего это чиновники не будут торговать своими возможностями? Если всем можно, им нельзя. Они входят в систему. Борцы вот с коррупцией, они не соответствуют системе существующих экономических отношений. Это система. А системные кризисы можно решить только системными. Локальными методами их исключить невозможно. Ну, например, мы ставим вопрос о том, чтобы улучшить, например, здравоохранение. Но сразу возникает вопрос, что здесь, какие проблемы. Естественно, нужно платить врачам. Но нужно их еще и лучше учить. Это образование. Кроме того, нужно, например, строить для них прекрасные здания. Это строительство. Нужно для них приборы создавать. Это приборостроение. Нужно для них создавать, чтобы научные разработки были. И вот представьте себе, один вопрос вроде бы. Решить как таковой он не решается. Их можно решать только вкупе. Вот невозможно решить те проблемы, которые у нас сейчас, вот таким вот какими-то локальными действиями. Вот поэтому, когда я разработал
теорию экономических систем, вот я попытался, в общем-то сказать, посмотреть законы, выяснилось, что это не я первый это делал, это многие уже делали. Просто я как-то систематизировал, добавил еще законы туда некоторые. Так вот, стало ясно, что я вышел на один очень любопытный закон, что на самом деле существует так называемая системообразующие факторы, которые формируют генетический код системы. И именно воздействие на эти факторы, их, значит, сильные бывают системы разрушающие, системы созидательные. Но, например, разрушить Советский Союз, вот, нужно было ввести только что частную собственность, открыть границы, вот, и, собственно говоря, и позволят людям, не обращать внимания на других, делать, что хотите. Видите, немного факторов. И вот как только это все ввели, уже от Чубайсов вместе с Гайдаровым мало что зависело. Потому что дальше уже система начала перестраивать под свой образ все остальное. Так вот, я пришел к следующему выводу, что существует 4 фактора системообразующих, которые позволят из нынешнего деструктивного состояния, я буду еще потом подробнее об этом переходить, перейти именно к гармоничному состоянию. Их всего 4. Реорганизация финансовой системы. Кстати, вот этой организацией мы сейчас и начинаем заниматься. Реорганизацией финансовой системы. Вот этот фактор мы сейчас с вами и начинаем реализовывать. Второй фактор – это изменение производственных отношений. Мы до них еще не доросли. Третий фактор – это форма организации, обеспечения коллективных общественных потребностей, то есть налоги. И четвертое – формирование административного аппарата. Вот эти 4 системообразующих фактора, если их внедрить, вот тогда они позволят быстро перестроить систему на другой лад. Например, если мы внедрим, вот удастся нам внедрить вот эту вот финансовую систему, вот, то люди почувствуют облегчение уже через год. Причем существенное облегчение. Но понятно, что в наших условиях сейчас, то есть нужно не все решать на белом свете, а нужно точечно решать главные вопросы. И дальше уже они создадут условия для того, чтобы успешно под этот образ подстраивалось все остальное. Чтобы ветер, когда мы что-то делаем доброе, чтобы нам дул не в лицо, как сейчас, чтобы мы не делали всюду ветер в лицо, а именно в спину помогал нам. Так вот, значит, по поводу с тем, чтобы вот это вот реализовывать, сейчас мы ведем очень интересные переговоры с Башкирией, и подготовлена мною программа, конкретная программа, которую можно будет реализовывать на отдельно взятой территории. Вот для того, чтобы отладить все факторы на отдельно взятой территории. Вот оказалось, что сейчас ближе всего к такому состоянию находится именно Башкирия. В этой программе написано так: делаю раз, делаю два, делаю три, вот получаю то-то, после этого делаю то-то, вот последовательно просчитано все основные системообразующие факторы. Вот Башкирия сейчас, они ознакомились с этой программой, им она очень понравилась. Более того, выяснилось, что Галимур Мухаратович, он уже подготовил очень хорошую программу для возрождения Башкирии. И когда мы эти программы совместили, оказалось, они настолько совмещены друг с другом, настолько помогают друг другу, что сразу возникла мысль, что нам мешает сейчас возрождать программу «Лад земли». Хотя бы в одном месте пока, Башкирия. Именно она оказывается сейчас. Сейчас, вот мы уже сейчас с Галимуром Мухаратовичем вчера говорили, значит, они сейчас подготовят конкретную вот программу, как они видятся, причем, скажем, даже не программу, а дорожную карту. Что надо, как, понимаете, делать. Потому что понятно, что если, например, советскую власть мы внедрим в той же самой Башкирии, вот, и экономические отношения не изменим, то это будет всего лишь смена вывески, смена фигур, но не более того. Много это не даст.
Нам нужно изменить экономическую ситуацию. И вот для этого как раз вот мы договорились, что в ближайшее время, вот он сейчас присутствует, Галимур Мухаратович, значит, они подработают вот эту вот программу, где-то дней через 10 приезжают ко мне. Мы ее всячески определяем, устанавливаем, назначаем ответственность за каждое направление. Вот в рамках данной программы, по крайней мере за 3 года, вот мы получим очень существенные результаты. Ну, я ожидаю, что жизненный уровень населения повысится, по крайней мере, в 2 раза за 3 года. Вот такие вещи мы и намечаемся. Вот сейчас в общем государственном масштабе мы реализуем финансовую стратегию, вот это вот наш план, и ладземлю, где будем отлаживать все остальные вещи. Вот для того, чтобы это сделать быстро, без каких-либо затрат, без необходимости, понимаете, революций, чтобы не было никакой крови, понимаете, без необходимости менять собственность, потому что, сами понимаете, любые программы изменения характера собственности – это всегда кровь. Вот, потому что собственники всегда будут защищаться. Нам еще этого сейчас не хватает. Так вот, здесь подход, он является неординарным, поэтому нынешняя экономическая организация к нему не готова. И это даст нам возможность вот быстро решить эти проблемы. Вот это и есть наша программа, наш план на ближайшее время. Спасибо. Владимир Емельянович, можно вопрос? Конечно. Людмила Борисовна из Местева. Да, Людмила Борисовна, да. Скажите, пожалуйста, что вы относите к управлению? Только административные ресурсы или ветви власти? Да. Да, Людмила Борисовна, важный вопрос. Что касается управления. Ну, опять-таки, у меня вот в книге вот, «Экономика коммунизма» все вот о чем я вам рассказываю, оно подробно описано. Вот, причем, когда пишешь, тогда над каждым словом думаешь более внимательно, чем когда рассказываешь. Поэтому там написано все более стройно. Но как раз управление. Значит, как менять управление? Значит, нынешняя форма административного управления, она точно такая же, как и была 1000 лет назад. Несмотря на очень колоссальные изменения всего чего угодно, и науки, и образования, и культуры, и всего окружения, форма административного управления осталась точно такой же, как была 100 лет назад, 200, 300, 500, 1000 лет назад. Естественно, что она является тормозом. Что здесь нужно делать? Значит, нужно изменять, прежде всего, оптимизировать структуру, так, чтобы управление, как раз наше административное управление, подчинялось рыночным реалиям. Сейчас они живут, могут делать все, что угодно, ни за что не отвечать. Поэтому отсюда здесь нужно изменить атмосферу. Первое. Второе. Нужно обязательно будет изменить форму комплектации власти, потому что нынешняя выбранная система, она вообще никуда не годится. Вот. Нужно изменить форму оплаты административного труда. И некоторые элементы этого мы сейчас сделаем. Вот. То есть мы сейчас, когда будем работать над как раз мы будем сейчас создавать, к сожалению, у меня сейчас нет человека, который этим делом займется. Нам нужно создавать комитет по труду и заработной платы. И вот форма оплаты как раз административного управления, то есть в конечном итоге всех нас, вот именно мы введем вот то, что уже здесь до меня сделано было, вот разместить по рангам, или как Петровский табель о рангах администрации был введен, вот нечто подобное мы сделаем у нас. Вот это целая серия действий, которые мы планируем. И можно еще? Конечно. Мне довелось работать под руководством академика Аганбияна, с которым вы наверняка знакомы. Это Новосибирский академгородок был, межотраслевой баланс, составление межотраслевого баланса. Я вижу схожесть, так сказать, вашей идеи, но вот там, допустим, наука относилась, там было 2 сферы.
значит, сфера производства и потребления, распределения, значит, производственное, непроизводственное потребление. Наука, в частности, относилась тоже вот к непроизводственному потреблению, но у вас, так сказать, структура, она понятна, что она служит как в производственном, так и в непроизводственном, развивая людей, но опять же развитие действительно приводит к улучшению производства. Вот, и еще вопрос. Религия, вы ее к культуре не относите тоже, да? Вы ее выделяете в отдельную, это как идеологическое направление, наверное, да, в частности? Ну, такие вопросы. Нет, дело в том, что я, вообще говоря, не считаю идеологию это отдельным направлением. Идеология, оторванная от действительности, от всего остального, это и не идеология, это, в общем, догма, догматика. Религиозную. Да, идеология – это один из очень важных факторов развития производства, но она не может строиться на ровном, понимаете, вот как раз идеология гармоничной экономики, это будет совсем не та идеология, которая, вот, так сказать, в настоящее время, и даже не совсем та, которая была в Советском Союзе. Потому что здесь как раз наша основная задача – это сформировать гармонию и единство. Это второй вопрос. Первый вопрос, Людмила Борисовна. Первый вопрос о том, что вот по поводу того, что сделал академик Аганбегян. Значит, ну я с ним несколько раз на разных конференциях пересекался. Вот. Значит, человек он, конечно, умный, грамотный, понимаете, но в целом, понимаете, вот он все-таки основные вещи, которые он сделал, это было 20-30 лет назад. Причем условия были другие. Это были 70-е годы. Да, и в результате его взгляды, в общем, остались на том состоянии, которые были, это вот мое мнение, 20-30 лет назад. В настоящее время очень сильно изменилась ситуация, нужны новые подходы, новые взгляды, а он уже слишком пожилой человек для этого. Поэтому да, он сделал очень много, человек интересный, часто до сих пор выступает с неплохими докладами. Вот. Но вы знаете, когда я бываю на конференциях и слушаю доклады самых высоких этих самых научных деятелей, авторитетов, 90% выступлений это слезы Ярославны. И там плохо, и там плохо, и там плохо. Понимаете? Вот созидательных, вот что нужно что-то делать, то и то, на конференциях почти нет таких выступлений. А вот перечисление и там плохо, вот это вот на каждом шагу. Явно совершенно, что толку от таких, понимаете, слез никакого. Что знания только тогда полезны, когда они нужны, когда они приносят пользу. Вот поэтому как раз вот я в последнее время уже даже, в общем, отказываюсь посещать. Ну, пустая трата времени. Нужно обязательно созидать. Нам некогда ждать десятилетиями. Нам нужно создавать быстро. Если мы, кстати, можем это сделать, я думаю, что мы это дело сумеем сделать быстро. Разрешите еще вопрос? Конечно. Владимир Емельянович, скажите, пожалуйста, как вы думаете, в управлении Российской Федерации есть ли люди с мозгами, так как сказать, которые поддержат нашу идею, не будут противиться, и собираемся ли мы идти навстречу и на переговоры с ними, попробовать донести высшему руководству в Российской Федерации. Мы же не можем существовать как два отдельных государства. Это одно единое должно быть. Они должны услышать нас. Мы сделать должны все возможное, наверное, да, чтобы они услышали в Российской Федерации. Бесполезно. Абсолютно бесполезно. Понимаете, дело в том, что нынешняя власть в Российской Федерации, она целиком и полностью использует только либеральные методы. Их так воспитывали, им это так внушили. Они именно этим методом обучались на Западе, либерально-монетарным методом управления. Другими методами они не владеют. И точно так же, как если с вами кто-то будет говорить на японском языке, которым вы не владеете, как он к вам не будет обращаться, вы все равно его не поймете. Это не соответствует уровню ваших знаний. Поэтому с этой точки зрения я вот идти, убеждать, это абсолютно бесполезно.
Вот, я просто знаю, что вот мои книги получали высокую оценку многих достаточно авторитетных людей. Вот. Но, по сути дела, вот только Глазев, который оценил мою книгу последнюю хорошо, по сути дела, палец о палец никто не ударил, чтобы в какой-то степени помочь здесь что-то делать, реализовывать. Причем не потому, что я, вот возражающих тому, что я говорил, не было нигде, возражающих. Более того, все соглашаются, но не принимают, понимаете, ну вот не совсем то. Если там порядочные люди, безусловно, если там умницы, очень много, если там патриоты, наверняка, но мои все многочисленные попытки, вот так сказать, найти от них понимание и так далее, оно абсолютно бессмысленно, потому что там у меня были в свое время мысли, но такие вот наивные мысли о том, что они ведут себя так, потому что они не знают, как надо себя вести. И вот я им объясню, как надо себя вести, и они будут вести себя так, как надо. Это абсолютно бессмысленно. Каждый из нас жил, знаете, например, как в детстве говорили, вот ты там на Ваню не похож, а Ваня, посмотри, какой он хороший, аккуратный. И мы как сколько не пытались вести себя, как Ваня, ничего у нас не получалось, потому что мы другие. Поэтому у них есть, безусловно. И отсюда наша задача, на мой взгляд, не добиваться их внимания, не добиваться их вот, взаимодействия, значит, одобрения или неодобрения. Понимаете, с одной стороны, они сами, в общем, находятся в обоими определенной системе и не всегда вправе принимать те решения, которые считают нужным. А с другой стороны, мы сейчас можем многие вещи делать, не обращаясь к ним. Ну вот, например, ту же самую финансовую систему. Что, например, нам мешает ввести, например, у себя вот как раз более четкую форму оплаты труда, более справедливую. Что нам сейчас мешает? Да ничто нам не мешает, по большому счету. Поэтому я согласен с вами, что, вообще говоря, воевать с нынешней российской властью ни в коем случае нельзя, да и не нужно. Там есть достаточно много, в общем-то говоря, порядочных людей, и они делают свое дело. И даже если мы возьмем с вами, мы будем его делать значительно хуже, чем они, несмотря на все наши порывы. Знаний не хватает, опыта и так далее. Вот. Но монетарными методами, которыми они владеют, можно управлять не более чем третью страны. В результате 2/3 страны оказалось полностью без управления. Вот наша задача сейчас заполнить этот вакуум. В Советском Союзе этого вакуума не было. Вот наша задача как раз заполнить этот вакуум. И по сути дела, как только у нас будут появляться маломальские успехи, поверьте, что не мы за ними будем бегать, они к нам придут. Потому что на самом деле у нас Родина одна, и мы будем делать одно и то же дело. Мы не противники, мы скорее сотрудники. Спасибо. Есть еще вопросы? Друзья, если вопроса нет, тогда вот еще остается 6 минут, как я понимаю, на то, чтобы у вас был перерыв. И после меня будет выступать Мария Францевна Гергер. Мария Францевна, вы здесь? Мария Францевна. Значит, следующее наше занятие, мы уже будем более конкретно подходить к решению вопросов. И подводить я буду вас вот к той вполне очевидной мысли, вот, что нам нужно делать конкретно. Потому что вот так вот на базе нынешних экономических знаний это просто невозможно объяснить. Тогда, друзья, благодарю за внимание.